Хайрлы күн, добрый день. Наша пресс-конференция на тему «Халяльная продукция. Неотъемлемое право мусульман». Наши спикеры Низамов Марат Ринатович, председатель комитета по стандарту халяль Духовного управления мусульман, Сергей Валерьевич Гогин, руководитель органа по сертификации продукции и услуг халяль Тест Татарстан, Рустам Маратович Нургалиев, начальник шариатского отдела комитета по стандарту халяль Духовного управления мусульман. И первый вопрос я хочу задать Марату Ринатовичу. Марат Ринатович, вот недавно мусульманская умма Татарстана была обескуражена случаем выявления фальсифицированной халяль-продукции. И я хочу вас спросить, вот как не стать жертвой маркетингового обмана, поскольку Дум РТ первым высказал свое возмущение и встал на защиту мусульман. И на что нужно обращать внимание, покупая халяльную продукцию? Пожалуйста. Рахмат, спасибо. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Добрый день, хайрлы күн, уважаемые коллеги. Сразу же хочу поправить. Дело в том, что вот та продукция, которую мы увидели на прилавках магазина, она является, как бы это не фальсификация товара, потому что фальсификация – это подделка. А в данном случае мы видим ошибочное, такое, как бы техническая ошибка в том, что на нехаляльную продукцию был нанесен такой имиджевый рекламный стикер «Татарское трио халяль». Вот это было сделано без согласования, без разрешения комитета по стандарту халяль. Это было сделано в самовольном порядке самим предприятием ООО «Челны мясо». Вот. И при поступлении этой информации комитет сразу же отреагировал, сразу же было отозвано свидетельство до выяснения обстоятельств по данному факту. Вот. И сертификат соответствия Республиканского центра Тест Татарстан. И затем, когда мы провели расследование, когда провели проверку, у нас это предприятие находится в Тукаевском районе Республики Татарстан. У нас там есть представитель, наш контролер, специалист, который осуществляет контроль за производством халяльной продукции, подчеркиваю, халяльной продукции. После того, как была проведена проверка и были установлены факты, что не до конца была изъята продукция, мы отозвали полностью свидетельство комитета и сертификат соответствия Тест Татарстан. И мы отозвали свидетельство и сертификат не от того, что какие-то были проблемы с халяльной продукцией, а в связи с тем, что была нарушена процедура, были выявлены факты тем, что предприятие по ошибке, по халатности допустило такое нарушение. Вот. И мы, дорожа своей репутацией комитета халяль, дорожа вашим доверием, доверием потребителей, вот, мы приняли решение не работать с этим предприятием. И мы сейчас также проводим обходы магазинов, хотя это должны были делать представители «Челны мяса», мерчендайзеры, но тем не менее наши специалисты, также мы сейчас провели обход 12 федеральных и республиканских сетей, и сейчас уже находятся наши специалисты, выявляют факты нахождения этой продукции. И здесь хочу отметить, что комитет работает более 15 лет, как юридическое лицо существует более 10 лет. Халяль-индустрия в России тоже имеет совсем небольшую свою историю своего развития.
там, порядка 20-25 лет. За это время комитет провел достаточно большую работу, начиная от, буквально вот я могу привести пример, когда начал бройлер, первый наш флагман халяльной индустрии, начинали всего там, с нескольких десятков тонн продукции, а на сегодняшний день они выпускают порядка 15 тысяч тонн продукции халяльной. И за это время в несколько раз увеличилось количество сертифицированных предприятий. И за все это время вот такой факт, конечно, он очень для нас неприятный факт, он случился впервые, поэтому я вот обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, ко всем мусульманам, потребителям, чтобы отнеслись к этому вопросу с пониманием и обращаюсь с предложением раскрыть, более подробно раскрыть тему халяль. И чтобы вот таких случаев не возникало, вот нам надо вместе с вами рассказать о том, как проходит сертификация, каким образом работает комитет. Мы готовы вам дать всю необходимую информацию. Мы вас приглашаем к себе в комитет, мы вас приглашаем на сертифицированные предприятия, чтобы вы могли прийти к нам, посмотреть, какова же процедура сертификации, где мы работаем, в каких условиях. Вот. Выехать вместе с нами на предприятие. У нас были такие уже такие выезды на наши сертифицированные предприятия вместе с журналистами, чтобы вы могли убедиться, в каких условиях мы работаем, и какая технология производства халяль-продукции, какие есть проблемы в этом, какие сложности, вот, вплоть до того, каким образом формируется, например, стоимость сертификации. То есть мы готовы вам предоставить всю эту информацию. Марат Ринатович, извините, вот расскажите, пожалуйста, вот вкратце, как выдается вот сертификат соответствия стандартам халяль и цену этого вопроса, раз вы уже об этом упомянули. Процедура сертификации, она стандартная. Согласно системе добровольной сертификации халяль, которая была зарегистрирована впервые в России в 2009 году в Федеральном агентстве по техническому регулированию метрологии Росстандарт. Согласно этой системе, предприятие, которое изъявляет желание производить халяльную продукцию или оказывать услуги, она обращается к нам в комитет, пишет письмо, к нему прилагается заявка в комитет по установленной форме и в орган сертификации ТЭС Татарстан. Мы эту заявку рассматриваем, к этой заявке прилагаются учредительные, уставные документы, а также сведения по ассортименту, названиям и по составу этой продукции. Проходит камеральная проверка. Мы, вот опять же, хочу отметить, что мы проверяем вплоть даже до названия продукции, которая заявляется. У нас был случай, когда к нам обратились с заявкой на сертификацию. Они хотели, чтобы их кондитерское изделие называлось «брызги шампанского». Вот, поэтому мы, конечно же, по определенным этическим нормам не пропустили эту заявку. Вот, и я вам сразу хочу сказать, что не каждая заявка проходит, то есть идет работа, мы проверяем, чтобы это была легитимная фирма, чтобы это состав соответствовал, ассортимент соответствующий, чтобы был. Вот. После того, как прошла камеральная проверка, если вопросов предварительных нету, мы заключаем договор с предприятием на то, чтобы провести сертификацию и последующий контроль. После заключения договора определяется дата выезда на предприятие. В эту дату выезжает представитель комитета по стандарту халяль и представитель органа сертификации ТЭС Татарстан. Значит, вот эта система, когда выезжает два специалиста, она опять же в России такая единственная система. И мы проверяем свою шариатскую часть вопроса, орган сертификации рассматривает вопросы качества и безопасности продукции, соблюдения технологий производства пищевой продукции. Вот, если на предприятии условия, технологии, помещение, оборудование, персонал соответствуют нашей системе добровольной сертификации халяль, в этом случае составляется акт. Этот акт передается
в шариатский отдел, также проверяется по шариатским вопросам дополнительно, и затем передается уже на рассмотрение руководителю. Вот, в этом случае, как бы, если все и акт, подписанные шариатское заключение положительное, то мы выдаем свидетельство, я выдаю разрешение, выписываем свидетельство соответствия требований халяли. Если же есть какие-то еще вопросы, то есть одно дело, когда мы смотрим камерально какие-то документы, а когда выезжаем на место, возникают определенные вопросы, мы составляем акт корректирующих мероприятий. Бывает и такое, что на самом деле мы вообще не можем сертифицировать эту продукцию, это производство. В этом случае, то есть, мы пишем, что не соответствует условия, технологии, и свидетельство просто не выдается. Вот таким образом. Цена вопроса. Цена вопроса. Я вот сейчас могу вам показать. У нас, значит, есть специальная разработанная формула. Она как бы такая единая для и орган сертификации, где в этой формуле она учитывается трудоемкость процесса. Здесь учитывается сложность продукции, потому что одно дело, например, когда есть сложные мясные перерабатывающие предприятия, и, возможно, какие-то попроще, там, может быть, там какое-то растительное масло. Вот. Сложность продукции и сложность сфер деятельности, она совершенно разная, поэтому вот есть здесь определенные коэффициенты. Вот. Мы по этой формуле, значит, применяем, то есть если, например, сельское хозяйство, если переработка скоропочечных продуктов животного происхождения, вот, производство кормов, то есть и здесь есть, например, вот очень высокий вот у нас уровень сложности продукции, это, например, фармацевтическая продукция, пищевые добавки, переработанная мясная продукция. Вот исходя вот этих коэффициентов мы составляем определенную формулу, вот, и определяем, там также учитывается и количество ассортимента продукции, количество работающих, количество производственных площадок. Исходя из вот этих вот показателей складывается определенная сумма. Затем мы рассматриваем вопрос контроля на предприятии и определяем, каким образом будет осуществляться контроль. Где-то, особенно на сложных мясных производствах, у нас ежедневно присутствуют наши штатные контролеры. Вот. И исходя из этих показателей рассчитывается сумма, она индивидуальна для каждого предприятия, которая затем прописывается в договоре. Таким образом. А если вот производитель после получения сертификации продолжает выпускать нехаляльную продукцию, как осуществляется вот проверка? Ну, опять же, еще раз отмечу, что у нас есть система добровольной сертификации, где прописаны все процедуры очищения оборудования, есть процедуры использования, например, того же инструмента, той же спецодежды, которая должна быть как бы отдельная. Вот эти все процедуры соблюдаются, то отдельные помещения, отдельное оборудование. То есть последующая проверка, как контроль ведется? Конечно, контроль, да, он осуществляется обязательно. Понятно. Спасибо. Вопрос Сергею Валерьевичу. Вот президент поручил провести проверку всей продукции под маркой «Халяль». И как это будет вот осуществляться? Спасибо. Добрый день. Спасибо, что пришли. Это действительно, наверное, вот та ситуация, когда надо сказать спасибо общественности, надо сказать спасибо потребителям, спасибо вам, что вы обратили внимание на данный вопрос и обратили такое серьезное внимание. Потому что, действительно, это очень важно. То, что наш модератор, по вопросу нашего модератора могу сказать. Сегодня мы с утра были с Маратом Ринатовичем в Минсельхозе. В Минсельхозе создана комиссия по данному вопросу и по вопросу челномяса и по дальнейшей работе. По ситуации с челным мясом, наверное, сейчас, пока комиссия не отработает, комментировать что-то очень сложно. Кто виноват, что произошло точно, Марат Иванович, я не знаю. Наверное, да, комиссия отработает, и мы вам сможем доложить результаты.
кто оказался в этой ситуации виновным, как это произошло, в чем проблема. Сергей Валерьевич, я хочу сразу уточнить, то есть в данном случае понятно, что и в Минсельхозе тоже прозвучало, что ООО «Челнымясо» допустило нарушение, вот поэтому комитет тоже отреагировал на это нарушение. Да. В данном случае комиссия будет выяснять, а кто же Конкретно. да, дал такую идею по разработке, по изготовлению, в каком количестве. То есть вот эти моменты будут. Эти моменты, Вплоть до да. персонали. К ним выйдут члены этой комиссии с выездом. На месте будет проведена проверка по данному факту, и все факты найдут, откуда они появились. Далее должен быть определен список предприятий, по которым в первую очередь пройдет обход. Ну и так дальше эта комиссия, я подозреваю, может быть, останется и на постоянной основе продолжать работу для того, чтобы пока тут вопрос тоже открыт. Вот то, что по вашему вопросу. Понятно. А сколько комитетов сертификации халяль есть в Татарстане и в России? В Татарстане на сегодняшний день это один комитет по стандарту халяль, который представляет Марат Ринатович, и мы работаем совместно, и есть орган, который занимается, не орган, предприятие, которое занимается тоже подтверждением соответствия в сфере халяль. В общем, а по России там порядка, скольки, 80? Нет, у нас в России, значит, зарегистрировано в Росстандарте 13 систем систем добровольной сертификации халяль. Вот. И кроме этого также созданы комитеты при некоторых духовных управлениях. Их порядка 20 комитетов в регионах. Спасибо. Рустам Хазрат, вопрос вам. С мясом, со свининой это все более-менее понятно. А вот есть такие курьезные случаи, например, мы как-то обнаружили халяльные запчасти, или, например, может ли вода халяльная, или нет, продается вода такая халяльная. Запчасти чего именно? Автомобильные запчасти. Ну, халяльная, конечно, если посмотреть в глубину понимания халяль, да, дословно с арабского переводится как разрешенное, дозволенное. Конечно же, индустрия халяль, она достаточно широкая, и неправильно полагать, что халяль – это лишь то, что мы потребляем в качестве пищи, потому что мусульмане живут в определенной, скажем так, сфере наставлений божественных, которые касаются не только пищи. Это касается, например, понятия чистого и грязного, да? Как, например, есть понятие нечистот, и это непозволительно для мусульманина, например, касаться, скажем так, каких-то там свиных, там, скажем так, производных, там, кожи, там, жира и так далее, касаться спиртных напитков. И учитывая современные технологии, которые используют и спиртные, и свиные компоненты, и другие компоненты в качестве косметики, например, в качестве других вещей, есть вероятность, что мусульманин, если уж не употребит это, но может касаться этого. И чтобы его обезопасить, появляется непищевая промышленность продукции системы халяль. Ну, конечно же, говоря о каких-то автомобильных запчастях, тяжело представить, что автомобильные запчасти могут быть халяльные и не халяльные. Они могут просто быть фальшивыми и настоящими. Может быть, мусульмане чрезмерно используют и любят это слово халяль, и на фальшивые запчасти говорят не халяльные запчасти, да? Или, например, не дай бог, на украденную машину один мусульманин другому скажет: не халяльная у тебя машина. В действительности, если она не халяльная, это не в смысле, что ее можно употреблять в пищу или нет, мы это прекрасно понимаем. А что касается, например, таких вот вроде бы очевидных вещей, как, например, смазочные материалы. Мы столкнулись на одном предприятии с тем, что они вынуждены были закупать смазочные материалы халяльные. Вроде смазочные материалы нужны для оборудования, да, но это оборудование используется для производства халяль, и есть вероятность попадания смазочных материалов в пищу, то эти смазочные материалы должны соответствовать определенным требованиям. То есть даже такое есть. Если вы позволите, можете ради интереса отослаться в историю, что Англия начала терять
свое влияние над Индией как раз по причине того, что смазочные материалы в определенном оборудовании и регулярной армии Индии, они использовали свиные. И это так возмутило мусульман, что их вроде как не накормили, но заставили их держать вот эти масляные орудия труда, смазанные свининой. То есть даже такое бывает. Действительно, мусульмане очень трепетно и щепетливо относятся к пониманию халяль. Касаемо воды, например, да, но мы знаем, что не вся вода, которую вот даже вот мы пьем, она является прямым происхождением каких-то родников, и так далее, она вся проходит фильтрацию. А если она проходит фильтрацию, значит, есть некое участие человеческого труда и изобретения в ее конечном нахождении на вашем столе. И вот возможность, вероятность в процессе производства, что какие-то нехаляльные материалы, не дай бог, будут использованы в качестве фильтров и так далее. И поэтому, ну, конечно же, мы не сталкивались с этим, но априори проверять, я думаю, нужно. Тара, та же тара, да. Понятно. Спасибо. Переходим к вопросам. Первый вопрос, пожалуйста, Татар-Информ. Хайырлы көн, Татар-Информ, Чулпан Шакирова. Минем сұрауым Марат Ринатовичқа. Міне бізде Татарстан мұсылмандар діни нәзаретінің халал стандарты комитеті халал сертификацияны үзе бермей. Бұл ішіні біздің Татарстан Республика сертификация үзәге жетіштіре. Нишләп біз башқа төбәкләрдә беләбез, шушы ішіні бір генә оешма эшли. Нишләп Татарстанда бұл эш икегә бүленгән, ике оешмага. Һәм икенче сорау, менә мәктәпләрдә халал ашату буенча халал ашату айрым кухняда җитештерелергә тиеш. Менә безнең Татарстан мәктәпләрендә халал булмаган һәм халал ризыклар айрым кухняларда җитештереләме? Рахмат. Рахмат. Я переведу. Были заданы вопросы о том, что почему мы работаем вместе с Тест Татарстан, комитет как бы и Тест Татарстан. Я вот говорю, что в 2009 году впервые в России была зарегистрирована система добровольной сертификации халяль в Росстандарте. Вот, и разработчиками этой системы были три организации. Это Духовное управление мусульман Республики Татарстан, это Республиканский центр Тест Татарстан и комитет по стандарту халяль, ДУМ, РТ. Вот, и эта система, она на сегодняшний день действующая. И в этой системе вот именно прописаны дополнительные требования к проведению сертификации халяль. То есть не только в части шариатской части, в части проверки составов, ингредиентов, условий, технологий, а также на соответствие безопасности и качества продукции. Вот. Поэтому система она достаточно жесткая. Вот. И есть факты, когда, например, некоторые предприятия не смогли пройти у нас эту проверку, сертификацию, они обращались в другие организации, где, например, вот такой организации, как Тест Татарстан, нету, и они смогли там получать эти сертификаты. Вот, в данном случае мы сертификат не выдаем, мы выдаем два документа. Вот у вас есть на экране, видите вы, выдается два документа: свидетельство комитета по стандарту халяль и сертификат государственного образца о соответствии требованиям халяль. Кроме этого, также еще выдается специальное разрешение на бланке о применении вот такого знака соответствия халяль. Да, знака соответствия халяль. Предприятие, которое прошло сертификацию, по договору прямо прописывается, даже размер прописывается этого значка, его цвет, имеет право маркировать свою халяльную продукцию этим знаком. То есть это подтверждается, продукция подтверждается тем, что эта продукция сертифицирована и что она соответствует требованиям халяль. Вот. Второй вопрос о халяльном питании в наших детских, дошкольных учреждениях и школах. На сегодняшний день мы сертифицировали департамент социального питания города Казани, где производится питание для школьников. На сегодняшний день у нас порядка 80 школ, которые
получают это питание. Вот. На этом предприятии у нас также есть свой контролер, который выходит на производство и проверяет, каким образом, то есть начиная от прям входного сырья, то есть каким образом сырье закупается, где хранится, как отпускается, на каком оборудовании делается и каким образом отпускается эта продукция школам и детским садам. Вот это что касается департамента школьно-социального питания. Вопрос, кухни и оборудование, вот они раздельные? Значит, там у нас отдельное есть оборудование, на котором изготовляется халяльное питание. Понятно. Так, следующий вопрос. Добрый день, Оксана Сотник, РБК «Татарстан». Если я правильно услышала, вы сказали, что челны бройлер производили 15 тысяч тонн халяльной продукции. Да. А будут ли ее чем-то заменять? Вообще есть необходимость такое количество заменить? Может быть, какие-то производители возьмут это на себя или с кем-то новым производителем будет заключен какой-то договор, ну, не знаю, сертификация. И еще момент, возможно ли возвращение сертификации, ну, возможности сертифицированную продукцию выпускать челны бройлер? Если да, то в каких случаях? Извините, не челный бройлер, а челное мясо. Я хочу вас поправить. Челны мясо, да. Вас как зовут? Оксана. Оксана, мы сегодня обсуждаем вопрос челное мясо. О, челное мясо, да. Челный бройлер. Они сейчас в составе Агросила групп. У вас был вопрос по челное мясо, да? Я я говорил по челный бройлер, да. Я говорил про наш челное мясо, флагман, да, челный бройлер. Вот, то есть будет вот это количество продукции, чем оно будет заменено? То есть с рынка Нет, мы сейчас отозвали свидетельство полностью. Все, это предприятие как бы, на сегодняшний день не сертифицировано комитетом халя, будем так говорить. Все, мы прекратили с ними как бы договорные отношения. Ну, а вот чем будет заменено это количество? 15 тысяч тонн? Оно уйдет? Нет, 15 тысяч, это челный бройлер производит. Челный бройлер производит. Это челный бройлер. Вы понимаете, это птицеводческий комплекс, который входит в состав Агросила Групп, компания Агросила Групп. А челное мясо – это частная компания. Вот там совершенно другие цифры. Спасибо. Газета «Коммерсант», Кирилл Антонов. А я вот все-таки хотел уточнить, потому что вначале была информация, что вот на этой свинине была не от комитета халяль маркировка. Конечно, нет. А вы говорите, что они были сертифицированы, то есть… Продукция, у них есть сертифицированная продукция. У них маркировка была на другую продукцию. Да, не на халяльной продукции. То есть вы все помните, да, то есть это было, опять же, в самовольном порядке, без согласования ни с ТЭС Татарстан, ни с комитетом, ни с нашими контролерами. Я просто удивляюсь, почему так это вот произошло. То есть в виде футбольного мяча было разработано, где очень маленькими, там, в зеленом круге написано было «Татарское трио халяль». Вот, и она была наклеена не на халяльную продукцию. В данном случае это не сертифицированная продукция, конечно же. Это совершенно… Другую халяльную продукцию они могли вот маркировать вашим значком, получается. Да, вот таким значком, да, они и маркируют. Маркировали. И сейчас, конечно, получается, они любую продукцию не будут маркировать. Да, все, значком. Сейчас уже не будут маркировать. И еще, подождите, у меня еще есть вопрос. А можете вообще назвать, каков рынок халяльных пищевых продуктов в Татарстане, объем его? И говорилось о том, что Татарстан хочет экспортировать халяльную продукцию, в том числе в другие страны. Как развивается это направление и может ли как-то вот эта история подпортить имидж Татарстана как производителя халяльной продукции? Спасибо. Еще раз отмечу, по халяльной продукции замечаний не было. Была, значит, такая техническая ошибка в наклеивании рекламного стикера, который никем не было дано разрешения на нехаляльную продукцию. Объем халяльного рынка на сегодняшний день он исчисляется миллиардами рублей. Дело в том, что на сегодняшний день у нас не ведется в республике таковой статистики. Вот, у нас есть только отдельные данные по нашим предприятиям. Да, по нашим предприятиям где-то порядка 3 миллиардов рублей. Вот. И все, что касается вопроса экспорта продукции, есть определенный интерес со стороны иностранных компаний. И как раз таки мы проводили и выставку
Rush Halal Expo и Казань Саммит, то есть приезжали представители этих компаний, интересовались продукцией, в том числе и татарстанской, и нашей сертифицированной продукцией. Вот. Процедура достаточно такая, она серьезная, долгая и дорогостоящая. Дело в том, что необходимо каждому предприятию, которое будет поставлять продукцию на экспорт, во-первых, пройти очень жесткую проверку в Россельхознадзоре и получить специальный номер, специальное разрешение на ту страну, куда будет поставляться этот продукт халяльный. То есть не просто, например, вот тебе дали номер, ты можешь везде. Нет, конкретно по каждой стране проводится проверка Россельхознадзора, выезжает сюда аудит непосредственно предприятие, проверяется вся технология, условия, вот, и выдается разрешение сначала в пределах, от российского надзорного органа. Затем, также, если вы хотите поставлять в какое-то иностранное государство, у них есть своя местная система, в каждом государстве есть своя местная система аккредитации. То есть у них есть специальный орган аккредитации, который также изучает эту продукцию, это предприятие, изучает, например, наш комитет, каким образом происходит сертификация. Вот. И на сегодняшний день мы подали заявку в один из органов аккредитации стран Персидского залива. Эта заявка достаточно тоже очень такая объемная, порядка 32 пунктов необходимо исполнить по этой заявке. Вот. И они рассматривают также наши документы, наш персонал, изучают эти документы и при положительном решении также выезжают на аудит. Аудит проводится несколькими специалистами. Это, опять же, повторюсь, дорогостоящее мероприятие, потому что они выезжают несколько человек из разных стран, специальные аудиторы. Им необходимо предоставить первый класс перелета, 5-звездочную гостиницу, и у них очень дорогие услуги, начиная от $1000 в день. Вот. Ну, крупные компании, они, исходя из своих объемов, могут проходить эту аккредитацию и могут потянуть вот эту сумму затраты. Вот. И эта процедура, она длится от 3 до 6 месяцев. Вот поэтому мы сейчас на пути, мы сейчас изучаем, потому что есть несколько организаций, которые проводят аккредитацию. Вот. Есть немножко разные требования, поэтому мы сейчас все это изучаем. Вот. И я думаю, что все равно будет поставки экспортной продукции, потому что очень большой интерес. Вот мы недавно были в марте месяце. Страны, если брать точнее, это арабские страны. То есть вот мы были, например, в Арабских Эмиратах, мы встречались с бизнесменами, с компаниями, и они вот прям нам прямым текстом говорили, что нам очень подходит ваша именно российская птица. Вот их качество их устраивает, но вот необходимо пройти вот эту систему аккредитации, международной сертификации. Спасибо. Еще один уточняющий вопрос. Вы сказали 3 миллиарда рублей, да, вот по предприятиям вашим. А сколько всего предприятий сертифицируется и количество ассортимента сертифицируемого комитетом? На сегодняшний день у нас сертифицировано 122 предприятия, и это не только в Татарстане, но и в России. Вот. Ну, количество, ассортимент очень широк. Я могу просто привести, что на некоторых предприятиях нам подают по 200 наименований продукции. И вот я вам могу привести пример, когда мы в 2014 году открывали супермаркет Бахатле Халяль, нам заявилось 40 тысяч наименований товаров, потому что мы должны проверить, мы должны были каждый товар, который будет лежать на полке. И вот из этого количества у нас прошло только 12 тысяч наименований товаров, которые потом были в реализации. И каждый раз идет обновление товарной линейки, и каждый раз наш тоже контролер, он тоже ежедневно бывает в этом магазине, проверяет, смотрит, и проверяется обновление этой товарной линейки. Спасибо. Бизнес онлайн, пожалуйста. Здравствуйте. Вот смотрю на значок, да, на большом экране хорошо видно.
На 3 языках написано: русский, арабский, английский, на татарском нет. Такой вот уточняющий вопрос. Второй вопрос. Вы сказали, 84 школы предоставляют возможность питаться халяль. А где можно список их посмотреть? Ну и основной вопрос. Татспиртпром вот недавно заявил, что хочет выпускать безалкогольное пиво и хочет маркировать его маркой халяль. Обращались ли они к вам с этим вопросом? И если обратятся, какой будет ваш ответ? По поводу знака. Этот знак тоже был разработан в 2009 году и зарегистрирован как знак соответствия в Федеральном агентстве по технической метрологии, агентству по техническому регулированию метрологии. Вот. Ну, на то время я еще не работал в комитете. Была вот такая идея, был вот такой дизайн. Вот, но мы ваши предложения осмотрим, учтем. Вот сейчас у нас есть очень интересный проект, потому что работа ведется каждый день. И вот уверяю вас, что будет очень интересно вот в скором времени, как раз и будет связано вот со знаком. Вот эти вот ваши пожелания мы тоже учтем обязательно. У нас потом вопрос по школам. Можно посмотреть список на сайте комитета и на сайте Департамента школьного социального питания. И следующий вопрос у нас по Татспиртпрому. Да, опять же, мы в средствах массовой информации увидели сообщение, что Татспиртпром планирует выпуск безалкогольного пива. Вот, к нам никто не обращался с этими вопросами. Вот, и рассмотрение вот этих... Я, можно сказать, маленький чиновник. То есть вот когда мои специалисты выходят на предприятие, все проверяют, когда они приносят нам эти акты, когда рассматривает шариатский отдел, я просто ставлю свою подпись, исходя из тех материалов, документов, которые мне приносят на изучение. Вот, поэтому, вот, что касается пива, я дам слово нашему начальнику шариатского отдела Рустаму Хазрату Нургалиеву. Спасибо. Во-первых, нужно понять, как бы это странно ни звучало, халяль разный. Потому что халяль основан на исламском богословии, а исламское богословие классическое исламское богословие имеет 4 богословские школы как минимум. Еще халяль обременен определенными традициями и обычаями той или иной местности. Например, для нас понятие халяль на колбасе, на конной колбасе, козлык, да, это нормально. Если вы такой халяль отвезете в Турцию и покажете, что конина халяль, они очень странно на вас посмотрят и ни в коем случае ее кушать не будут. То есть есть определенные традиции, которые очень влияют на, скажем так, желание и нежелание употреблять ту или иную продукцию. Вот у нас в России, насколько я знаю, со словом «пиво» связано не самые лучшие представления. Да? Пиво – это всегда грех, пиво – это всегда алкоголизм и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда мы говорим «пиво», мы обязательно, у нас рисуется нелицеприятный человек. Да? А вот, например, Саудовская Аравия такой традиции пива не знает. Не было у них проблем алкоголизма. И поэтому, когда они на пиво, а это я своими глазами видел, безалкогольно ставят значок «халяль», для них нет соприкосновения двух понятий – нормы благостности и безнравственности. В нашем же понимании, хоть мы и понимаем, что раз наши коллеги международные ставят халяль, я считаю, что с этической точки зрения мы не должны ставить значок халяль на пиво, так как есть сильное противоречие понятий. Я думаю, мы это не сможем сделать. Есть другие сертификаторы. Вот уточняющий вопрос. Здесь же еще другая сторона есть. То есть, покупая безалкогольное пиво, ты финансируешь, вносишь вклад в развитие Татспиртпрома. Конечно. Например, есть фотографии пива безалкогольного «Балтика». СМР на него поставил маркировку халяль. Еще раз говорю, то есть очень тяжело отвечать за кого-то. То есть если вы спрашиваете с точки зрения исламского права, то есть разница между исламским правом и конечной сертификацией действительно есть. Я уже объяснил, да, это связано с традициями народа. Мы стараемся учитывать наши традиции, стараемся учитывать вот эти вещи. Но если вдруг они решили поставить значок, возможно, они предполагали, что это пиво пойдет на экспорт в Саудовскую Аравию или в те страны, в которых это нормально смотрится. Я не знаю, но этот вопрос нужно, наверное, задать им. Какое-то объяснение, наверное, у них есть. Спасибо. Следующий вопрос.
Юлия Косолапина, интернет-газета «Реальное время». Скажите, пожалуйста, во сколько для челны мяса обошлось получение сертификата, свидетельства на производство халяльной продукции? Ну, у нас как бы договор с ними заключен, и эта информация, она как бы коммерческая. Вот если, например, предприятие тоже изъявит желание объявить эту сумму, мы как бы готовы это объявить, но я вам хочу сказать, что это не превышает средней месячной зарплаты по Татарстану. То есть, опять же, хочу уточнить, что мы не делаем бизнес, наш комитет, на сертификации. Мы работаем вот по этой системе, по этой формуле. Вот, и эта формула, опять же, она складывается из вот этих показателей, которые я вам говорил. Вот, по челны мяса, она там тоже не астрономическая никакая, то есть она исходит из тех затрат, которые мы несем, в том числе и по контролю. Вот, и она не какая-то не астрономическая, ничего, вот именно исходя из того, какие были показатели и какая система контроля, обозначилась эта сумма. Вот, и опять же, для разных предприятий есть какая-то мелкая организация небольшая, ИП, вот, есть какие-то агрохолдинги. Представляете, там совершенно другая система контроля происходит. Поэтому тут и суммы совершенно разные. И у нас учредитель Духовного управления мусульманства Татарстан, и мы как бы работаем вот именно в рамках устава как некоммерческая организация. Ну да. Да. Поняла, спасибо. И еще вопрос. Какой объем продукции в итоге был изъят? Там, в тоннах, килограммах, партиях? Вот что касается, да, по поводу изъятия, значит, еще раз говорю, смотрите, когда мы это обнаружили, что там вот этот карбонат был указан, как бы, нам была информация, поступила о том, что эта продукция, 143 килограмма, она как бы изъята. То есть было дано поручение челны мяса своим мерчендайзерам по торговым сетям изъять эту продукцию. Вот. Затем, когда мы выяснили, что, оказывается, есть не только карбонат был маркирован, вот эти, не маркирован, прошу прощения, была нанесена вот этот рекламный имиджевый стикер, то когда мы это выяснили, то здесь сейчас идет изъятие этой продукции, вот, и мы после этого полностью отозвали свидетельство. Это была причина того, что мы полностью прекращаем работу с этим предприятием. Вот, а сейчас объем, как бы, он уточняется. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Рамиль Шайдуллин, ТНВ «Новости Татарстана». Марат Ильич, скажите, пожалуйста, есть ли шанс у челны мяса вернуть себе свидетельство? И если да, что для этого нужно? И были ли прецеденты такие, когда предприятия возвращали себе свидетельство? Опять же, здесь будет несколько факторов, конечно, в том числе и мы будем изучать этот вопрос и шариатским отделом, и со своим руководством, потому что прошел очень сильный прецедент, вот, и были такие же случаи примерно и за пределами Татарстана. Вот, предприятие получало в другом, то есть в одном органе у него отозвали свидетельство, предприятие пошло в другой орган, получило это свидетельство. Вот. Если предприятие соблюдает все требования по производству и реализации продукции халяль, в этом случае мы не имеем права как бы отказывать от сертификации. В данном случае идет проверка. Вот, эта проверка она покажет, каким образом будет готовность этого предприятия дальше продолжать производство и реализацию этой продукции. Спасибо вам. Можно еще пожалуйста, уточнить вопрос? А насколько челны мясо это вообще крупный игрок? И какую продукцию они имели право маркировать как халяль? То есть насколько это потеряет рынок халяльной продукции, да? То есть они еще какую-то продукцию не будут выпускать, которую они имели право выпускать как халяльную. И вот по поводу комиссии, которая при Минсельхозе, то есть было сказано, что они будут искать виноватых, то есть есть ли какие-то санкции и как бы насколько это законно, то есть тут получается вопрос, он же не законодательство, то есть это как бы соблюдение этических, религиозных норм, то есть насколько вообще правомерно тут вмешательство государства в дела компании. Спасибо. Государство должно смотреть и наблюдать за тем, что происходит на рынке, и регулировать этот рынок. В данной ситуации
происшествие имело большой резонанс. Комиссия создана, я вам сказал, что вменено в обязанности этой комиссии. Какие из этого последуют выводы, не нам судить. То есть комиссия должна отработать, предоставить эту информацию, как это произошло. Все. Выводы будут делать не комиссия. И на первый вопрос, Марат Ринатович. Да, Какую вот, продукцию выпускают? Вот, да, вот само Темное свидетельство мясо. отозванное, вот приложение к этому свидетельству. Здесь 47 позиций, по которой 49 позиций, по которой была сертифицирована это предприятие. Вот. Ассортимент достаточно был интересный, вот, и бренд такой. А? Да, только мясные изделия. Колбасные, мясные изделия, в пределах Татарстана достаточно серьезный игрок. Вот. Есть как бы и другие тоже компании, которые, в общем-то, тоже в этом направлении работают. Вот, где-то вот на одном уровне у нас где-то в республике, ну я не сравниваю, конечно, с крупными холдингами, с нашими, всеми известными. Вот. Есть еще порядка где-то 10 таких компаний, которые вот где-то примерно на одном уровне работают по Татарстану, вот именно по мясным, по колбасным изделиям. Но они не только по Татарстану работают. Вот, ну, примерно вот в таком порядке. Так, следующий вопрос. Василиса Дзюба, Вести Татарстан. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность того, что лицензию будут выдавать только предприятиям, которые производят только халяльную продукцию? И если да, то вот как это будет реализовываться и в какие сроки это возможно? Спасибо, Василиса. Это однозначно. То есть будет только выдаваться лицензия, где производится только продукция халяль. Вот у нас на этот счет как бы есть определенные наработки, вот, и буквально в ближайшее время этот вопрос будет, иншаллах, решен. И еще хотелось бы уточнить, комиссия, которая создана по поручению президента, тоже какое время она будет работать и какой объем предприятий, магазинов, производства, сколько всего проверят? Вот сегодня в 8 часов утра мы уже были в Минсельхозе, рабочая группа создана, завтра мы выезжаем на место. Я представил весь список, реестр сертифицированных предприятий по Татарстану. Вот, и вот эта рабочая группа, она будет рассматривать те предприятия, в том числе и по нашим данным, которым будем представлять, и определится список. Сейчас у нас вопрос стоит по челны мяса. В дальнейшем мы определим список, на который мы будем также выезжать и проверять это производство халяльной продукции. Спасибо. Вам спасибо. Есть ли вопросы, коллеги? На сегодняшний день сколько контролеров работает в комитете халяль? 10 контролеров. И кроме этого еще есть у нас 10 специалистов, которые, то есть контролеры, это которые находятся непосредственно на предприятиях, вот, и 10 специалистов, которые работают, выезжают по проведению процедуры сертификации. Пожалуйста, есть вопросы? Если нет вопросов, мы завершаем пресс-конференцию. Спасибо вам. Бекзур Ахмад, я хочу всех вас поблагодарить и пожелать вам всяческих успехов на вашем этом полезном для всех нас, потому что мы получаем информацию от вас, поприще. Спасибо.